что ли? Может быть, кого? Давайте вот сюда, может быть. Или как, нормально? Тогда будет как бы пусть скучнее, я вас буду, по крайней мере, видеть. Давайте вот хотя бы, пусть этот ряд останется, да, вот здесь. А вы вот пересядьте, пожалуйста, сюда поближе. И вы, кто вот справа сектора, тоже вот сюда пересядьте поближе. Тогда у нас прям будет совсем все хорошо. Я вот куртку свою освобожу. Да. Так вот сюда подальше. Вот, молодцы. Слава Богу. Если я буду без микрофона, так нормально? Слышно меня? Да? Что вы? Лучше с микрофоном. Лучше с микрофоном? Так лучше слышно? Лучше. Ну, хорошо, ладно, давайте оставим тогда с микрофоном. Вот. Во-первых, спасибо, что вы пришли с утра в будний день. Вау. Вы либо бездельники, либо реально цените то, что будет здесь происходить. Я надеюсь, что все-таки второе, что вы отложили дела, что вы на самом деле очень занятые люди. Вот. Но если первое, то тоже ничего страшного. Что-то полезное, значит, произойдет сегодня в вашей жизни. Я в дороге нахожусь, и это первый город, который я посетил в этой поездке, Якутск, и я поеду аж до Находки. Вот, я буду ехать на юг сначала, и потом поеду до Хабаровска, и потом в Хабаровске я сяду на самолет и полечу на Камчатку, и потом вернусь назад в Хабаровск, из Хабаровска продолжу дальше туда, в Находку, и потом уже только 3 мая вернусь в Москву. Вот. Сначала была мысль такая, чтобы поехать наоборот оттуда сюда к вам, но потом меня переубедили, сказали: Сергей, надо лучше отсюда ехать, потому что через реку там будет легче, когда еще холодно, поэтому мы поменяли все наоборот. Поэтому вы последние станут первыми, аллилуйя. Это прямое исполнение. Слава Богу. Вам тоже большой привет от Церкви Слова Жизни в Москве, от пастора Мацулы тоже большой привет. Вот, я не знаю, если он был когда здесь. Был, да? Приезжал, да? Было. Да, слава Богу, да. Давно. Но, может быть, еще приедет. Вот, ну и большой-большой привет. Я только вчера разговаривал с ним. После того, как здесь закончились у нас дела, молодежная у нас была встреча здесь. Я вернулся домой, у нас еще было 3 часа, там я был на связи с Москвой, у нас была встреча правления, поэтому пастор Мацула и Ранди тоже огромный вам передавали особенно, да. Так что, слава Богу. У меня есть то, что я, приготовил для вас этим утром, вот чем хочу поделиться с вами. И мы тоже оставим время для вопросов, ответов. Но прежде чем я расскажу об этом, я все равно хочу чуть больше вам сказать тоже. Я вчера молодежи об этом сказал, но вам тоже хочу сказать, почему я, собственно говоря, здесь оказался. Дело в том, что пару лет назад пастор Мацула поехал на мотоцикле из Владивостока в Санкт-Петербург. Может быть, кто-то из вас слышали об этой поездке. Вот, я ехал вместе с ним, и когда мы ехали, мы много заезжали в разные города, конечно, посещали много разных городов. И среди прочих городов мы приехали в город, который называется Чернышевск. Вот, может быть, кто-то из вас слышал про такой город, он не так далеко, в принципе, от вас. Да, он от нас далеко, но от вас, в принципе, не очень далеко. Пару тысяч километров всего лишь, да. Или, может быть, даже чуть меньше. Вот, и когда мы приехали туда, мы не знали, где мы там будем ночевать. Это был единственный город, где у нас не было никаких контактов. Вот, но, как оказалось, там есть церковь, и эта церковь, они узнали о том, что мы едем через социальные сети. И пастор написал нам и сказал: заезжайте, остановитесь у нас дома. Мы с удовольствием согласились, потому что остаться у них дома было более привлекательно, чем рядом с мотоциклами спать. Вот, поэтому мы приехали в их церковь, в здание церкви, и, к моему удивлению большому, мы приехали к зданию церкви. Хорошее здание, построенное. Там было много молодежи, много было людей, которые встретили нас, они накрыли стол, и мы сидели, стали кушать, и вдруг я слышу, что жена пастора, она говорит с акцентом. Я думаю, откуда в Чернышевске акцент? Там всего живет 12 тысяч человек в этом небольшом городке. И понятно, акцент в Санкт-Петербурге, там, я не знаю, в Москве, наверное, в Якутске можно встретить акцент. Вот. Но в Чернышевске ты не ждешь акцент. Вот. А оказалось, она из Германии, жена пастора. И я думал, боже мой, если кто-то из Германии, из Баварии едет в Чернышевск, точно Бог есть.
Потому что иначе зачем вообще оставлять Германию, ехать в Чернышевск, там, где комары вообще. Местные называют этот город последний город хипстеров. Как они мне объяснили, раньше дорога только до туда была, и потом до Сковородино не было дороги, нужно было только по железке там перевозить там машины или еще что-то. Вот, и то есть только туда можно было автостопом доехать, потом все, дорога заканчивалась. И я, конечно, очень удивился. После мы вышли на улицу, еще чуть общались, там было очень много комаров, наверное, как у вас тоже здесь. Я даже шлем одел, просто вот так закрылся, чтобы они меня не трогали, эти комары. Вот, и поехали к пастору домой. И когда мы подъехали к его дому, обычный дом, ничего особенного. Когда он открыл ворота, и мы заехали внутрь, вот тут у меня был такой первый шок небольшой, потому что мы заехали на 8 соток Баварии. Вот прям реально. 8 соток Германии. У нас паспорт никто не проверил. Вот такое было состояние. Потому что мы попали на территорию, где трава вся была очень аккуратно пострижена во дворе. Чтобы вы понимали, во дворе стояла пианино, засыпанное землей, а в нем выращены были цветы. И с нами была медиакоманда, они вышли даже, стали фотографировать все это дело. И мы такие, вау. Вот, потом мы зашли домой к пастору, я подумал, наверное, так же точно все будет немецкое. И знаете, ничего подобного, все как у всех. Такой же стол, такая же клеенка, такой же красный баллон газовый, знаете, как у всех. Все, в общем, как у всех. Но когда утром они накрыли нам завтрак, это был такой второй шок в моей жизни, потому что если бы у меня был сантиметр, то тарелки можно было бы замерить, вот знаете, по кругу до миллиметра вообще, как все там было красиво поставлено и аккуратно. Напротив каждой тарелочки стояла держатель для яичек вареных, на нем, соответственно, стояла яичко, а рядом лежала ложечка. И не то, чтобы я никогда в жизни этого не видел, но просто ты не ожидаешь такое в Чернышевске. Понимаете, да? Ну как вообще? И потом мы больше общались, больше разговаривали. И я был так впечатлен, когда я уезжал оттуда, я подумал, если в Чернышевске может быть 8 соток Баварии, то в любом городе мира может быть пробуждение вообще. Все дело, что между нашими ушами находится. Там есть дар Божий, который либо в том состоянии, которым Господь нам дал, либо мы его развиваем постоянно. Да, что происходит вообще в нашем мышлении, что происходит в нашем разуме. Господь, как Ты хочешь нас вести и развивать, и что Ты хочешь делать. И тогда я просто дал такое посвящение Господу, верю, Господь положил это мне на сердце, чтобы я посвятил следующие 5 лет жизни и сделал несколько поездок по стране и посещал небольшие церкви, посещал небольшие города, вот, вдохновляя пасторов, вдохновляя служителей верить Богу за свой город, потому что Бог хочет совершать великие вещи на любой точке земли. Мы иногда несправедливо думаем, что какие-то вещи великие происходят только в каких-то крупных местах. А Москва, вот там пробуждение. А там Нью-Йорк, вот там что-то большое происходит. А там то и все в каких-то больших крупных местах. Но насколько я вижу Господа, Ему очень даже интересны небольшие места. Давайте я еще раз это скажу и дам вам шанс отреагировать, да? Потому что, по идее, это я как бы еще сплю, у меня еще минус 6 часов, а вы-то должны уже бодрствовать, да? Богу очень даже интересны маленькие места. А Он хочет совершить там великие вещи. Вопрос в том, кто поверит вообще. Потому что если никто не поверит, тогда Господь говорит, ну конечно, это Его вызов, Он говорит, найду ли я веру, кто пойдет за нас? Это Его вопрос, дело не в Боге, ну не знаю даже, смогу я что-то великое в Чернышевске сделать или нет. Смогу ли я что-то в Тынде сделать, или город, как ваш город называется? Бердистях, не город, село. Бердистях. Могу ли я что-то в Бердистях сделать? Бог-то, конечно, может, вопрос в том, кто поверит. Для Бога, или вы думаете, что у Бога проблема? У Него нет проблем, Он ищет веру на земле. Он ищет, с кем я могу что-то совершить великое. Потому что для Него нет ничего невозможного. Не так давно я ехал из Балакова, из Саратова в Балаково. Это Поволжье. Вот. И когда я ехал, там где-то 200 километров между этими двумя городами, я вдруг еду и вижу, как вдоль дороги, в селе, где-то там село было, может быть, пару километров от дороги, стоит огромная евангельская церковь с такими шпилями, пиками здоровыми, вумс, прям в небо. Я, естественно, думаю, это как вообще такое возможно? Я заворачиваю туда, в этот поселок заезжаю,
И когда я приезжаю туда, я вдруг подъезжаю, в центре самого города огромная евангельская церковь стоит большая, навехенькая вообще. Оказалось, там 960 сидячих мест в этой церкви. И вот теперь слушайте внимательно. В этом поселке сегодня по Википедии живет 760 человек. 760 человек. У них на 200 человек в зале можно посадить больше, чем людей в этом городе. Я был в шоке. Естественно, я стал разузнавать, откуда, в честь чего здесь эта церковь стоит. Оказалось, что вообще это поселок, который называется, сейчас он называется... ух ты, вылетело из головы-то, как же он называется? На «З», в общем, какой-то... типа Зарядье или что-то такое, маленький-маленький поселок. Он вообще раньше был Цюрихом. У него было название Цюрих, да. И там жили немцы до войны, которых Екатерина еще переселила, они там возделывали земли и так далее. А потом, перед Второй мировой войной, их жило там 5000 человек, их почти все переселили в разные другие места. Но они построили эту церковь. Они взяли и построили эту церковь. 5000 человек. Если бы я вам сказал, их там раньше было 50 тысяч, ну тогда, ну да, конечно, они могли построить эту церковь. А они 5000 человек, жителей, построили церковь на 1000. Вы вообще понимаете? У вас в городе сколько живет людей? 300. Ну пусть 300, округли просто. Плюс 300 тысяч, да? То в вашем понимании они должны были бы построить церковь на 1/5. Это сколько получается? 60. На 60 тысяч человек они здание просто бах и бахнули там вообще. Стадион, да. То есть вот в вашем измерении, да, 5000 они селения построили на 1000, у вас 300 тысяч построили бы на 60 тысяч церковь. Все с вами хорошо, друзья? У нас 9 месяцев. И что с того? Ну и что с того? Ничего. Ну просто чуть подольше строили бы. Я же вижу здесь дома, проезжаю, строят же, правильно? Это если бы мы сейчас приехали и жили бы в палатках, то я вас бы понятно. Друзья мои, то, что я хочу сказать, надеюсь, вы меня услышите, это кто поверит? Вопрос не в том, что возможно или невозможно, вопрос между ушами, что находится. Потому что люди на Арктике строят, люди в разных местах строят. Вопрос в том, кто поверит вообще. Потому что если кто-то поверит, тогда для Бога нет ничего невозможного. И это точка отчета, проблема не с Богом. Я вам больше скажу, есть другие места, в которые я попал, небольшие места. Например, в Беларуси есть поселок, где живет около 3000 человек, и в церковь входит взрослых 1900. 1900. Они построили здание, в которое все легко помещаются за одно собрание. Каждое воскресенье. Никто оттуда никуда не уезжает. Когда пара в их церкви женится, для них уже построенный дом в поселке. И как только они поженились, они сразу въезжают в новый дом. Хочу туда, правильно? Зачем из такого места ехать в Москву? Зачем из такого места ехать в другие места? Город, из которого мой пастор Мацула, называется Убдал. Там живет 5720 человек. 5720 человек. Там на сегодняшний день, внимание, есть многозальный кинотеатр, есть молы, такие большие магазины, есть несколько этих самых автозаправок со всеми вытекающими там, с хот-догами, там, с кофем и так далее. Я вот сейчас к вам ехал, я так и не смог кофе купить по дороге. Хотел в KFC заехать, и мне потом пастор объяснил, что если написано 24 часа, это не факт, что он работает 24 часа. Вот, там на городочек в 5720 человек у них есть 4 автомагазина. Subaru, Toyota или еще какие-то дороги, что стекло, вообще дома идеальные, все такое. Ты думаешь, как такое вообще возможно? Я помню, когда я был там в первый раз и все это дело увидел, я, естественно, задавал тоже такой же вопрос. Оказалось, возможно, всего-то надо 240 лет. И мышление. Это то, что произошло в их культуре, когда 240 лет назад Евангелие пришло в их страну. Когда все начало изменяться, когда христиане начали обновлять свое мышление. И шаг за шагом Норвегия стала той страной, которой они стали. У них нефти не больше, чем у нас. Ау, вы со мной? То же самое. Те же самые люди, такие же мозги, как Господь всем все одинаково дал. Вопрос, что такого вообще, что в нас должно измениться?
И можно сейчас, конечно, сидеть, и те виноваты, еще кто-то виноват. Но Чернышевск нам подтверждение. Деревня в Беларуси подтверждение. Я могу вам приводить Ачинск, у нас в России есть замечательный город. Там церковь, самое большое, что происходит в городе вообще всего, это церковь. Там таксисты зарабатывают во время конференции больше, чем на Новый год. Да, потому что развозят всех, потому что это единственное главное событие в городе, которое происходит, все, что происходит в церкви. Вопрос, кто поверит, вопрос, кто осмелится делать какие-то вещи. Когда я смотрю на Христа, Он родился в Вифлееме. Иерусалим был через дорогу. Почему бы не родиться в Иерусалиме? Ну, конечно, да, мы знаем исторический контекст, была перепись и так далее. Но мы же понимаем с вами, пошел, переписался и поехал в Иерусалим. Да, но ей же надо было рожать, точно, извините, я, конечно, не знал. Ей нужно было рожать, но гостиницы все были заняты. Поэтому Мария родила Иисуса в хлеву. Как будто бы для Господа сюрприз такой. Для Бога всемогущего. Он мир за 6 дней создал. Он что, не мог там роддом бахнуть или гостиницу за один вечер? Наверное, в этом есть что-то особенное. Наверное, Господь хотел что-то показать нам. Люди, Он хотел сказать, я в маленьких местах могу родить что-то великое. Вопрос в том, кто поверит. И я вчера разговаривал с молодежью о том же самом, что и говорю с вами сейчас. И я просто понимаю, что во многом пойдет ли молодежь дальше, зависит от вас. Вы будете их вдохновлять, вы будете в них верить, вы будете в них вкладывать, вы будете в них инвестировать, вы будете говорить, ребята, все возможно. И может быть Господь найдет веру в них. Аминь. Да. Это так важно, то, что мы с вами делаем для молодежи. Это так важно, что мы с вами делаем для следующего поколения. Мне сегодня 44. У меня сегодня день рождения. Да, вот, да. Когда я покаялся, мне было 16. В 18 лет я встретился со своим пастором, и он сказал мне, Сергей, я вижу в твоей жизни потенциал. Почему бы нам вместе не трудиться для Господа? И аминь, это было лучшее предложение, которое я мог получить вообще в 18 лет. Теперь моему пастору 62, мне 44, и рядом с нами есть еще тысячи молодых людей, которые трудятся вместе с нами. Тех, которые младше нас, намного младше нас, на 20, на 30, на 40 лет младше нас. Этому есть большая цена. У пастора дома постоянно толпа молодежи. Он специально, когда строил дом, построил дополнительный этаж, чтобы там было место, где молодежь может проводить время. Они смотрят вместе футбол, они едят вместе пиццу, они еще что-нибудь вредное едят вместе. Да, сладкое что-нибудь такое. Он иногда приходит домой, перешагивает, ребята, вы кто вообще все? И там полно молодежи у него всегда дома. Мы купили второе здание осенью прошлого года за 150 миллионов рублей. И сейчас мы его перестраиваем. Знаете, что там будет? Там будет молодежный многофункциональный центр. Большой, классный, молодежный многофункциональный центр. И я не говорю, что вы завтра должны сделать то же самое. Но я говорю о том, что кто-то должен поверить. Кто-то должен вкладывать в молодежь сейчас для того, чтобы они пошли дальше, чем мы с вами. Все с вами хорошо, дорогие? Да. И я знаю, что вы можете. Да. Вы великие люди в глазах Бога. Вы прошли огромный путь вообще. И ваша жизнь может начинаться каждое утро с молитвы. Господь, подними молодежь в нашем городе. Господь, подними нашу церковь. Подними молодежь в нашем городе. Потому что ваши молитвы Господь услышит. Он поднимет вас, ваших детей, ваших внуков. Он поднимет их, чтобы они поднимали свои руки Господу и славили Его. Это не задача пастора делать это задача всей церкви делать это ваша ответственность, потому что единственное, если что вы делаете для ваших детей, это пилите их насчет того, чтобы они хорошо учились. Если бы вы их столько же вдохновляли знать Господа, как хорошо учиться, во-первых, своим собственным примером. Вчера я выгнал на полпути, ну как выгнал в кавычках, старших здесь на встрече, и они пошли, там у них было общение. Вы бы видели, молодежь, бам, сразу вот так вот преобразилась. Они стали задавать вопросы, они как будто бы сидели там и боялись своих родителей, взрослых, которые там находились. Да. Слава Богу. Да.
У нас такое получилось классное общение. Они потом пришли, мы стояли, разговаривали, они задавали вопросы. Я подумал, Господь, они должны эти вопросы родителям своим задавать. Там нет, наверное, какого-то общения, которое должно было бы быть с нами. Есть два способа общения детей с родителями. Первый. У меня проблемы. Папа меня убьет. Второй. У меня проблемы. Надо позвонить папе. Второй вариант лучше. Наверное. Конечно, лучше. Но иногда у нас совсем другое. Я ни за что в жизни не позвоню родителям, потому что меня убьют вообще за такое поведение. Какие у нас с ними отношения? Если мы собираемся с вами увидеть Господа в наших городах, в наших семьях, тогда там начнется, с нас начнется все. С чистых, искренних, настоящих разговоров с нашими детьми, чтобы они могли разговаривать с нами на совершенно разные темы. Аллилуйя. Это хорошее послание, на самом деле. Извините, что я так немножко, может быть, отрезвляюсь, но это то, что нам нужно услышать. И когда я думаю о нас с вами, когда я думаю о нашей жизни, я хочу прочитать вам, потому что в этом, во всем, что я сейчас говорю, есть большой элемент доверия Богу. Мы должны доверять Богу. В книге Евангелия от Матфея, в 6 главе, в 33 стихе написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Что это? Ну, в принципе, давайте посмотрим контекст, тогда все поймем. Давайте прочитаем весь отрывок из Священного Писания, в который вот вставлен вот этот стих. Потому что мы часто цитируем только этот стих и не читаем его в контексте. Я хочу прочитать для вас весь контекст. С 24 стиха я буду читать вам Евангелие от Матфея. Написано так: «Никто», это может быть главное слово, «никто не может служить двум господам». Если Библия говорит «никто», это значит «никто». Некоторые говорят, ну, может быть, у меня получится все-таки. Может быть, я все-таки могу как бы и там, и там. Но Библия говорит, никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слово мамона, кстати, часто воспринимается как богатство, какие-то деньги, да? Но на самом деле мамона — это любые земные блага. Это слово может означать не только служение деньгам. Вообще любые земные блага. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на 1 локоть? И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут и язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний сам заботится о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. 5 раз Иисус здесь говорит слово «забота». 5 раз. Вчера у нас была встреча с пасторами, я им тоже об этом сказал вчера. У меня проблемы были с евангелистом Матфеем еще с покаяния моего. Потому что все Евангелия начинаются с Матфея, поэтому все с него как бы и началось, с Матфея. Да, сначала у него там мужики рожают в 1 главе. Тот родил того, тот родил того, тот родил того. И вообще мне 16-летнему подростку это прям снесло крышу. В смысле, если что-то уж знаю, точно, что мужики не рожают, да? Вот, потом там у него Нагорная проповедь, 5 глава, и у него там блаженны нищие. Я думаю, в честь чего нищие блаженные вообще? Потом там в 10 главе он говорит о том, что если не возлюбишь меня больше, нежели отца и мать, недостоин меня.
Что ж такое, думаю, кто ж так требует любовь вообще к себе? Ну, никто так любовь к себе не требует, правильно? Ну, это как-то даже и, ну, вроде как и ненормально, что ли, так к себе любовь требовать. Конечно, потом, со временем, я разобрался со всеми этими отрывками из Священного Писания, больше стал понимать. Но вот этот, 6 глава Евангелия от Матфея, тоже меня ставила в тупик со словом вот «заботы». Потому что, ну, в смысле не заботься? Конечно, у меня есть дети, у меня есть жена, я вот сейчас уехал на целый месяц. Конечно, у них должна быть пища дома, там, да, все нужды должны быть покрыты, и я должен позаботиться о том, чтобы у них все было хорошо. Но когда я стал изучать Библию на других языках, в других переводах, я вдруг обнаружил, что слово «не заботься», которое здесь написано, в других местах, на других языках звучит по-разному. Например, на английском там есть слово «worry». И это слово можно перевести как «переживание», тревоги или волнения. И по сути то, что здесь Господь говорит, Он говорит: не тревожься, не переживай, не волнуйся. Вы чувствуете разницу? Не переживай, не тревожься, не волнуйся. Это настолько меняет вообще контекст. Потому что если бы тревоги, волнения и переживания помогали, я был бы первым, кто всем это все рекомендовал бы. В начале года, я не знаю, как у вас, в Москве в начале года у нас есть время поста, есть время молитвы. И тогда мы молимся о России, мы молимся о людях, мы молимся о жатве, мы молимся о разных вещах. Я хочу обратить внимание, мы именно молимся об этом. Мы не тревожимся об этом. Если бы тревоги работали, пастор бы вышел бы и сказал: давайте волноваться о России, давайте будем тревожиться о наших детях, давайте будем беспокоиться за будущее нашей страны. Так не работает. Но молитвы работают. Молитвы работают, безусловно. И я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами чуть вот, глядя на этот отрывок из Священного Писания, подумали о том, как вот в контексте того, о чем мы говорим, о будущем, о наших семьях, как мы можем это применить для себя. Как я сказал, волнение, тревога или беспокойство делают нашу жизнь больной, и даже наше тело, как будто бы Иисус знал об этом заранее. Он говорит: если будете стрессовать, будете волноваться, переживать, болеть будете вообще. И сегодня очень много говорят о психологическом здоровье общества. И несмотря на то, что с помощью врачей и консультантов людьми были достигнуты большие успехи в создании атмосферы открытости, где люди могут говорить о том, с чем они сталкиваются, не хранить свои чувства, у меня есть такое небезосновательное ощущение, что мы можем еще больше говорить и снаряжать людей практическими знаниями основ восстановления. И делать нужно это в церкви. Так как если и есть место на земле, где Бог может и хочет, это вот это. Если кто-то поднял другую, подойдите после собрания, я помолюсь за вас. Да, правая рука. И одной рукой будем учиться сегодня читать. Потому что сегодня будет 5 вещей, которые я вам расскажу, и нам нужно научиться читать до 5. Итак, это будет у нас 1. Хорошо? Вот так будет 2. Окей? Так будет 3. Да? И так будет 4. И так будет 5. Хорошо? А знаете, как будет 6 на одной руке? Вот так, 6. Но мы туда дальше не пойдем. Да, поэтому будем говорить сегодня о 5 вещах, очень важных вещах. И если вы научились считать сегодня до 5 на одной руке, вы точно запомните сегодняшнее послание на всю свою жизнь. Время от времени у меня спрашивают, я сниму, с вашего позволения, рубашку. Жарко здесь. Необычно, что я в Якутске рубашку снимаю, но... Вчера было 27, сегодня как-то у вас потеплело резко. Минус в смысле, когда я прилетел, по крайней мере. Меня часто спрашивают: пастор Сергей, какие у тебя есть принципы в жизни, какие у тебя есть правила в жизни? Есть ли что-то, что для тебя на протяжении всей жизни является такой путеводной звездой? Чего ты придерживаешься? Это один из таких часто задаваемых вопросов. И тогда я подумал и сформировал такие 5 правил жизни. Я так и назвал сегодняшнее послание «Правила жизни». Скажите вместе со мной: правила жизни. Правила жизни. Да. И я лично искренне убежден, что если вы будете придерживаться этих правил в своей жизни, для вас это будет большим благословением. Потому что вообще правила – это неплохо. Например, есть правила дорожного движения.
Когда мы едем на машине, нужно повернуть направо, мы включаем поворотник направо, да, за 150 метров, ну, большинство людей делают это за 150 метров, и потом мы поворачиваем направо, да. Если нам нужно переехать через светофор, мы понимаем, красный, надо стоять, желтый, приготовиться, зеленый, поехал. Аминь. И правило помогает регулировать дорожное движение. Если большая часть соблюдает эти правила, движение будет безопасным. Да? В спорте есть правила. Например, когда играют две футбольные команды, по 11 человек, да, есть у нас границы, есть размер ворот, да, есть мяч, есть нападающие игроки, есть определенные правила. И мы, когда знаем эти правила, мы вовлекаемся активно в игру. Если вдруг вне игры, да, офсайд, мы все прямо у телека вселили офсайд, офсайд, и мы все помогаем этому судье, который там на поле бегает. В общем, правила нам помогают по жизни. И я хотел бы поделиться с вами этими правилами. И для этого нам понадобятся наши пальцы, правила жизни. Итак, сделайте так все. Окей, правило номер 1 называется так, или звучит так. Живи свято. Так, скажите вместе со мной, делайте так, вот, опять, да, живи свято. Давайте еще раз, нам надо порепетировать, чтобы хорошая проповедь получилась. Живи свято. Давайте еще раз. Живи свято. Отлично. Почему я выбрал именно так, и это как будто лайк у нас такой, знаете? Живи свято. Почему это правило очень важно? Давайте посмотрим с вами в Библию. Посмотрим с вами в книгу Евреям. Книга Евреям. Библию, пожалуйста, откройте вместе со мной. Я сейчас вам скажу, какую мы будем читать с вами главу. Мы будем с вами читать 12 главу и стих 14. Послание к Евреям, 12 глава, и стих мы будем читать с вами 14. Смотрите, что здесь написано. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Аминь. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Слово «старайтесь» лично для меня означает некий процесс. Библия говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость. То есть и мир с людьми, и святость – это процесс, в который мы с вами входим и идем в этом процессе в течение всей нашей жизни. Я не знаю, как было у вас, но я могу рассказать, например, про себя. Когда я принял Христа в свое сердце в возрасте 16 лет, какие-то вещи в моей жизни отрезало сразу. Например, я сразу же бросил курить в один день. Вот в тот день, когда принял Иисуса Христа в свое сердце, я курил с 6 до 16 лет. 10 лет у меня стажа. Ужас вообще. 10 лет стажа курильщика, который дожил до 16 лет и встретился с Господом. И когда я пришел в церковь и обратился к Богу в молитве покаяния, у меня была с собой навехенькая пачка сигарет Бонда, как сейчас помню. В кармане вот здесь лежала. Но когда я принял Христа, что-то со мной произошло. Вдруг я такой добрый стал. И по пути домой я раздал все сигареты, которые у меня были. Я считал это наивысшей формой проявления благости в моей жизни. Я стал христианином, надо делиться. И поэтому я раздал все сигареты. Но потом я понял, что дело не только в том, чтобы раздать сигареты. Есть следующее, что я могу сделать, это вообще бросить курить. Поэтому 2 дня спустя у меня была последняя сигарета, которая осталась. Я докурил ее на уроке информатики и выбросил окурок в форточку и сказал, все, это последняя сигарета в моей жизни. Большинство моих друзей сказали, Сергей, мы уже с тобой миллион раз бросали курить. Это просто очередная какая-то попытка, ты, скорее всего, вернешься к этому снова. Но аллилуйя, вот уже прошло 28 лет, получается, или сколько, с 93-го года, что, 28 прошло? 28 лет прошло, аллилуйя, трезв и не курю, слава Господу. Но понадобилось время, был какой-то процесс в моей жизни. Я должен был на какое-то время даже замолчать. Потому что я не умел нормально разговаривать, мне нужно было выучить новые слова, новый лексикон, потому что я сквернословил, к сожалению.
Когда я пришел домой, я сказал маме о том, что я ее люблю. Она заплакала, и это был шок, потому что я уже много лет не говорил ей таких слов. И потом со временем какие-то вещи потихоньку в моей жизни начали меняться. Например, я помню, когда буквально пару месяцев после покаяния, тогда было только 3 канала на телевизоре, и программа телепередач была в газете в то время. Молодежь, вам это не понять, но раньше так было. В газете была программа телепередач, это было самое популярное чтиво, что будет по телеку. Все знали, что мы в газете отмечали, фильмы там и так далее. И однажды было объявление о том, что будет такой-то фильм, в смысле в газете. И я решил этот фильм посмотреть. Я сделал себе бутерброды с докторской колбасой, налил чай, приготовился к просмотру этого фильма. И я сидел и смотрел это кино. Я подумал, вау, какой классный фильм, я очень хорошо провел время. Но потом прошло где-то, может быть, 8 месяцев или 12 месяцев, 1 год, опять повторяли этот фильм. И я подумал, надо еще раз его посмотреть. И я опять сделал себе бутерброды с докторской колбасой, с майонезом, там, со всеми делами. Вот, сделал себе бутерброды, сел смотреть этот фильм. И когда я его стал смотреть, я вдруг, минут через 15 или 20, я подумал, какая гадость вообще. Как я раньше мог смотреть этот фильм? Он вдруг мне показался таким, нечистым, что ли. Что произошло? Фильм стал хуже. Фильм, какой был год назад, такой и остался до сих пор. Но по мере того, как я ходил в собрание святых, да, был в церкви, пока я молился, читал Библию, есть какой-то сверхъестественный Божий скальпель, который проникает там внутрь нас, и чего-то он там работает и так далее. И со временем мы меняемся. Со временем что-то внутри нас происходит. Аллилуйя. Библия говорит, старайтесь иметь святость. И это очень важный момент, потому что мы иногда думаем, что я вот покаялся, и с первого дня до конца моей жизни я здесь, все нормально, там справится, что-то упало, но все хорошо. И до конца моей жизни, вот все, я вот каким сейчас стал, таким и буду всю свою жизнь. Но нет, шаг за шагом Господь постоянно работает в нашей жизни, и Он изменяет нашу жизнь изнутри. Я недавно помню, был такой момент у нас, мы с детьми возвращались, мы ходили на горки кататься. Когда мы шли назад к машине, вдруг на дорожке белоснежной лежат новые наушники. Ну как новые? Их кто-то использовал, но для меня они были новые, у меня же их не было раньше. Я помню, как я поднял эти наушники, я думаю, вот, наконец-то, я давно хотел наушники. И потом Дух Святой говорит, Сергей, это не твои наушники. Но я уже краем глаза увидел, как логика новых наушников сработала во всех моих детях. О, у папы новые наушники. Значит, папины наушники достанутся старшему сыну. Наушники старшего сына достанутся среднему сыну. Наушники среднего сына достанутся дочери. А наушники дочери достанутся маме. Сразу схема сработала. Но я говорю детям, дети, это чужие наушники. Давайте мы их повесим на веточку сюда. И тот, кто их потерял, возможно, будет идти и возьмет эти наушники. И тогда у моих детей была такая же мысль, как и у вас сейчас. Да, но следующий человек, который будет идти по этой тропинке, не такой святой папа, как ты. И он эти наушники дернет вообще и заберет себе. Может быть, он так и сделает. Но дело не в том, как поступит он. Дело в том, как поступлю я. Поэтому это мой выбор, мое решение стремиться к святости, к миру со всеми людьми и святости. Библия говорит, что без стремления к святости никто не увидит Бога. Мы же, христиане, иногда, особенно молодежь, мы хотим ходить по краю. Помните, по краю ходим мы, по краю ходим мы. И вот мы такие по краю ходим. Мы такие, а можно, может быть, можно, ну ладно, сигареты нельзя, может быть, можно электронные сигареты. Ладно, пиво не пьем, но, может быть, можно безалкогольное пиво. Да? Там. Это нельзя, но, может быть, это можно. И мы как бы все время балансируем на грани, как бы грех, но как бы может быть и не грех. Как бы, может быть, можно, а может быть, нельзя. Ну, как бы, ну, такое, мы пытаемся как бы ухитриться, и мы по краю все время ходим. Братья и сестры, у меня есть для вас хорошие новости. Здесь Господь дал нам чудесное поле, чудесную территорию, где мы можем ходить, наслаждаться жизнью,
Там огромные просторы, как можно жить в святости, очень интересно и насыщенно, и свято. Нам совсем не обязательно ходить вот здесь вот по краешку, по границе, чуть-чуть. Потому что если ты по краю ходишь, очень легко подойти с той стороны или с этой стороны и стянуть тебя в эту жизнь. Вы со мной, друзья? Очень легко это сделать. Но если ты здесь ходишь, ну тогда не так уж и легко тебя туда затянуть. Поэтому жизнь в святости – это стремление, это постоянное состояние моей души, моего сердца. Я стремлюсь к святости. Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. Я, в принципе, не ждал от вас особо громкого аминь на этом месте. На всякий случай. Да, это хорошее послание. Потому что я не знаю, как вы, я хочу больше Бога в моей жизни. Я хочу, чтобы Он проявлялся во всех смыслах, сверхъестественно, чтобы исцеления, чудеса происходили в моей жизни повсеместно, чтобы всякие разные великие дела, чтобы Божье присутствие в моей жизни было очевидным для всех. Но для этого важно, чтобы я ходил в святости, жил в святости. Итак, правило номер 1. Ну, давайте, сейчас будет плохая проповедь, если вы мне не поможете. Правило номер 1. Еще раз, правило номер 1. Жить. Молодцы. Хорошо, готовы перейти к правилу номер 2? Важное правило. Правило номер 2. Правило номер 2, и вы можете открыть Галатам 5 главу и 16 стих, мы это сейчас прочитаем. Правило номер 2 звучит так. Выбирай Бога. Давайте вместе. Цифру 2. Помните, как это делается? И говорите вместе со мной, что? Выбирай Бога. Значит, правило номер 1 какое? Живи. Правило номер 2. Выбирай Бога. Молодцы. Давайте откроем с вами послание к Галатам, 5 главу и 16 стих. Послание к Галатам, 5 глава, и стих я прочитаю для вас 16. Вот что здесь написано. Говорю вам, автор послания говорит, говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. К кому обращается автор послания Галатам, скажите мне? Верующим. Ко мне он обращается. Он говорит, вы поступайте по духу. Другими словами, это выбор, который вы делаете. Он и говорит так, что, ну, может быть, у вас получится поступить по духу, может быть, не получится. Ну, как бы, смотря какие обстоятельства будут. Но он говорит, вы поступайте по духу. То есть это в наших силах поступать по духу. Есть такой магазин, Икеа называется, я не знаю, если вы знаете, слышали про такой магазин? Магазин, где мебель продают такую. И у вас есть, да? Да. Вот, нет у вас, да? Нет, магазина нет. Магазина нет. Да, Продукт есть, хорошо. Но магазин Икеа таким образом устроен, я не буду туда углубляться, там есть у них такое место, где, как фудкорт есть, да, где можно прийти и покушать, купить. И я был там вместе с моим коллегой, и мой сын был там. Мы купили поесть, и план был такой, что я сначала плачу за всех, а потом мой коллега платит, значит, за себя. Ну, там посмотрит, сколько в чеке было, и заплатит мне деньги. Мы покушали, мой коллега берет чек, и смотрит на этот чек и ищет там свое, что он там ел, чтобы понять, сколько мне денег вернуть. И потом он мне говорит, так смотрит на меня и говорит, Сергей, я говорю, да? Он говорит, а твою, говорит, рыбу не пробили. Твою рыбу не посчитали. Когда он мне это сказал, я сижу такой про себя думаю. Вслух это не сказал, но про себя сказал. Ну не посчитали, не посчитали. Тебе какая разница вообще? Это вообще воздаяние за все соусы, которые они мне в Макдональдсе не дали. Это воздаяние за все верно уплаченные десятины. Не посчитали, меньше посчитали мою рыбу. Мой сын выхватывает чек этого парня, смотрит и громко на весь ресторан Икеа говорит, точно, папа, рыбу твою не пробили. Я сижу и думаю про себя, ну ладно он, ты, кровинушка моя, тебя кто и за язык вообще тянул? Че, 200 рублей лишние, что ли, в семье?
Но надо жить так, как проповедуешь, правильно? Аминь. Поэтому дело не в том, как выгодно, Да. дело в том, как правильно. Аминь. Поэтому я иду с этим чеком, вообще недовольный данной ситуацией. За мной наблюдает мой сын и мой коллега. Я говорю, здрасте. Я говорю, я тут у вас рыбу покупал, которую вы не пробили. Вот вам деньги за рыбу. Я вам скажу, я в этот момент не чувствовал никакой радости вообще. Но дело не в том, как ты себя чувствуешь, когда выбираешь Бога. Дело в том, что ты выбираешь Бога независимо от того, как ты себя чувствуешь. Аминь. Аминь, да. Конечно. Другой раз мой пастор Мацула, знаете, что он сделал? Он снимал деньги в банкомате, 10 тысяч рублей снимал в банкомате, и среди 10-тысячных купюр ему вылезло там еще $100. Представляете? 100 баксов просто раз и вместе с 10 тысячами. Большинство из нас с вами, мы бы сделали так. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы бы обрадовались. Вау, наконец-то! Вот это благословение привалило, да? Но надо знать моего пастора, он даже книгу написал, называется «Битва за праведность», потому что это реально битва. Он на номере, на банкомате нашел номер телефона этого банка и звонит и говорит, здрасте, я, говорит, здесь на такой-то улице у вашего банкомата стою. Я только что снял 10 тысяч рублей, и мне вместе с 10 тысячами вылезло $100. Как я могу вам это вернуть? На той стороне тишина. Примерно как и здесь, на этом собрании. Женщина на том проводе говорит, мужчина, у вас жена есть? Он говорит, есть. А дети? Он говорит, есть. Купите, говорит, жене цветы, детям мороженое. Потому что она говорит, мы понятия не имеем, как у вас эти деньги назад забрать. Он говорит, нет, вы не понимаете, мне чек, говорит, выдала ваш банкомат. И здесь написано, что я снял 10 тысяч рублей. Там, если бы там было написано еще $100, я бы себе спокойно и пошел. Но $100, говорит, не мои. Я должен вам их вернуть. Она говорит, да мы не знаем, как у вас их взять, она говорит. Он говорит, ну выясняйте, говорит, потому что это, я не могу взять чужое. Они говорят, ну приезжайте к нам. Короче, он поехал в этот банк. Все отделение банка вышло встречать его. Потому что они не могли поверить, что кто-то вообще на что-то подобное способен. Он провел там, наверное, 2,5 часа, потому что они реально не знали, как у него принять эти деньги. В конце концов, они придумали какую-то форму, там чего-то он заполнил, что-то он там написал и вернул эти деньги. И в конце они у него спрашивают, мужчина, вы просто нам скажите, у вас там в Норвегии, говорит, все такие шизанутые? Прям так и сказали. И знаете, что он им ответил? Он сказал, дело не в том, что я из Норвегии, дело в том, что я христианин. Поэтому выбирать Бога – это, выбор, извините меня за масло масляное. Нужно выбирать Бога. Это решение, которое мы делаем. Да. Может быть, вы купили билет в кино на фильм «50 оттенков серого», и вы подумали, что это фильм про художников. По смеху я понял, что особо никто не понял, что я говорю. Но это вообще не про художников фильм. Это совсем про другой фильм. И вы пришли в кинотеатр и поняли, что фильм не про художников. Вы думаете, эх ты, какой я христианин и должен смотреть. В этот момент ты тоже можешь выбрать Бога. И сказать, Господь, да, я заплатил за этот фильм, но я не буду его смотреть. Вы можете встать и выйти из кинотеатра. Аминь. Ну я же заплатил, я же должен фильм посмотреть. На самом деле ты не должен, но ты можешь выбрать Бога. Аминь. И если ты будешь придерживаться этого правила в течение всей своей жизни, на работе, например, когда ты должен был получить продвижение по службе, но повысили кого-то другого, сможешь ли ты порадоваться из-за этого человека? Конечно. Да, может быть, да. Да. Что происходит в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с разными обстоятельствами? Выбираем ли мы Бога всегда? И если, братья и сестры, вы будете придерживаться этого правила, увидите, как Божье благословение не заставит себя долго ждать. Аминь, да. Итак, правило номер 1. Живи Еще раз пробуем. Правило номер 1. Живи свято! Правило номер 2. Выбирай Бога! Еще раз. Правило номер 1. Выбери. Живи свято! Правило номер 2. Выбирай Бога!
потихоньку начинаете запоминать все, что я пытаюсь вам сказать. Это важное правило. А как вы хотели? Вы же с молодежью пришли на собрание. Надо так. Правило номер 3. Готовы к правилу номер 3? Да. Окей. Правило номер 3 звучит так. Поставь цель. Поставь цель. Итак, пробуем еще раз. Все сначала. Правило номер 1. Живи свято. Правило номер 2. Выбирай Бога. Правило номер 3. Поставь цель. Молодцы. Поставь цель. Поставь цель. Братья и сестры, христианин, на мой взгляд, должен быть целенаправленным человеком. Я слишком много встречаю бесцельных людей. Они просыпаются утром и не знают, ради чего они проснулись. В Евангелии от Матфея, в 9 главе, мы найдем очень интересный отрывок из Священного Писания. Давайте посмотрим с вами. Евангелие от Матфея. 25 глава. То есть 35 глава. Да, нет, не то я что-то читаю. Нет, 35. Да, вот я о том же. 9 глава, простите, пожалуйста. 9 глава. С 35 стиха, я просто вам сразу про стих сказал вместо. Евангелие от Матфея, 9 глава. И я прочитаю вам с 30. У меня почему-то не обновляется телефон, интернет пропал. О, есть. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы о том, чтобы выслал делателей на жатву свою. Посмотрите, что здесь происходит. Иисус, когда ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и немощь, видя толпы народа, жалился над ними, потому что они были изнурены. То есть он увидел какую-то проблему, он увидел какую-то сложность, он увидел, что они изнурены, они как овцы, не имеющие пастыря. И когда это все произошло, что он говорит? Ну, короче, проблемка у нас. И все, и на этом как бы закончилось. Они были как овцы, имеющие пастора. Точка, и все. Нет. Как только это произошло, он говорит: нам нужно что-то сделать по этому поводу. Он говорит: мы не можем все так оставить, нам нужно как-то это изменить. И он говорит, поворачивается тут же к своим ученикам. Он говорит: видите проблему? У нас проблемка тут, у нас есть люди, которые как овцы, не имеющие пастыря, надо что-то с этим делать. И он говорит своим ученикам: жатвы много, работы много, но делателей мало. Он подчеркнул проблему, подчеркнул, в чем проблема, что делателей мало. И дальше он говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть нам нужно решение, нам нужны делатели. И он говорит: давайте начнем с молитвы. Аминь. Дорогие, когда мы, христиане, видим какую-то ситуацию, неважно, во взаимоотношениях, в служении, в работе, да, с детьми, да что угодно, мы не можем просто сказать: ну да, у нас проблема. И мы должны поставить какую-то цель себе. В случае со Христом нужны были делатели. Я не знаю, какая у вас проблема, но мы точно можем начать с молитвы все. Он сказал: Господь, мне нужна Твоя помощь. Господь, мне нужна Твоя поддержка, мне нужна Твоя мудрость. Мне нужны делатели, мне нужны люди, которые мне будут помочь. И очень важно, чтобы мы, христиане, жили с целью. Когда я обратился к Богу, пару лет спустя я встретился с моим пастором, и на встрече с пастором он мне сказал, на самом деле он не только мне сказал, там была еще группа людей вместе со мной, и он сказал, обращаясь ко всем нам: выучите английский язык. Это откроет для вас весь мир. Знаете, что я сделал? Я выучил английский язык. Я поставил себе цель, что я должен выучить английский язык. Прошли годы, и надо было поехать в Сингапур. И пастор спросил: кто хочет поехать в Сингапур? У всех там, кто присутствовал. Все подняли руку. Мы хотим в Сингапур. А знаете, кто поехал в Сингапур? Даже тот, кто руку не поднимал, он знает английский. Потому что если ты сегодня делаешь то, что другие не делают, завтра ты сможешь делать то, что другие не смогут. Еще раз скажите. Если ты сегодня делаешь то, что другие не делают,
то с следующего дня, завтра ты сможешь делать то, что другие не смогут. Например, у меня есть друг, наш молодежный пастор Алексей Романов. Он бегает марафоны. Он прям реальный спортсмен, не знаю, сколько он их, 16 марафонов пробежал, или 20 марафонов он пробежал уже за свою жизнь. И однажды он должен был из Подмосковья, у нас была встреча в области московской, поехать в Москву на встречу, и для этого ему нужно было поехать на электричке. И когда они подъехали к электричке, там был железнодорожный переезд, закрылся шлагбаум, и все. Шлагбаум закрылся, чтобы как раз дать электричке, на которой он должен был ехать, место. Все, я не успею на эту электричку. Но, скажите все но. Но! Знаете, что он сделал? Он вышел из машины и побежал. Побежал и успел на электричку. Если бы я в тот момент оказался в этой ситуации, я бы не смог. Потому что я не подготовлен. Я не делал то, что делал Алексей все это время. Поэтому, когда он делал то, что я не делал, вдруг наступил момент, когда он смог делать то, что я бы не смог, даже если очень захотел бы. Аминь. Поняли, да, объяснение? Да. Поэтому, если ты сегодня делаешь то, что другие не делают, то завтра ты сможешь делать то, что другие не смогут. А для этого тебе нужна цель. Какая цель? Я не знаю. Может быть, спортзал тебе нужен. Может быть, тебе английский нужен. Может быть, тебе загранпаспорт нужен. Может быть, тебе деньги нужно откладывать, чтобы в Израиль поехать. Может быть, тебе книгу какую-то нужно прочитать. Может быть, деньги куда-то инвестировать. Тебе нужно что-то делать сегодня, чтобы оказаться в другом месте, в точке какого-то плода. Аминь. Аллилуйя. В какой-то момент в моей жизни я получил права для того, чтобы ездить на мотоцикле. И благодаря тому, что я отучился и получил права, чтобы ездить на мотоцикле, я смог присоединиться к моему пастору и поехать из Владивостока в Санкт-Петербург на мотоцикле. Но для этого мне нужно было провести много времени, тренируясь, чтобы получить права на мото, откладывать деньги для того, чтобы купить мото. И тогда я смог сделать то, что другие, может быть, даже если бы хотели, не смогли бы, потому что они не были подготовлены. Аминь. Мы знаем, что Иосиф построил житницы. И в обетовании в Библии написано, что Бог пошлет благословение в житницы ваши. Слышали такое? Да. Но если у вас житниц нету, куда благословение слать? Все, самолет прилетел с благословениями, а посадочной полосы нету. Все, полетели к соседям, у них есть. Мы иногда расстраиваемся, что чего-то в нашей жизни нету, но послушайте, братья и сестры, нам нужна какая-то цель. Например, коль уж мы заговорили о финансах, почему бы не откладывать средства? Я вам расскажу историю. Значит, мне нужны были джинсы, я хотел себе купить новые джинсы, которые у меня есть. Они стоили 8 тысяч рублей. С ума сойти, за джинсы 8 тысяч рублей. Я прям вот там, мне кажется, все волосы у меня и выпали. У меня было с собой только 2. 2000 у меня было с собой, я был готов как бы расстаться с 2000 за джинсы. Но они 8 стоили. Знаете, что я сделал? Я с горя пошел и проел все 2000, которые у меня были. Да, просто, ах вы так, ну я хотя бы поем хорошо на эти деньги. Прошло пару недель, и я опять проходил мимо этого магазина. И знаете что? Те джинсы, которые стоили 8 тысяч, по какой-то причине стоили всего 1000. 1000. Я мог за 2000 купить 2 джинсов, одни надеть, другие продать за 5. Кошмар! И в тот момент оставшиеся волосы выпали вообще. Да. У меня была возможность, которой я не смог воспользоваться. Да. Для Бога нет проблем дать нам возможность преувеличить наши финансы. Но для этого мы должны иметь возможность этой возможностью воспользоваться. В отпуск поехать задешево. Хотел в отпуск поехать за 100 тысяч рублей. Потратил все деньги, появилась возможность поехать за 20 и не смог. Все с вами хорошо, дорогие?
Нам нужна цель. Нам нужна цель в нашей жизни. Однажды разговаривал с одной женщиной, я говорю, откладывайте деньги, чтобы поехать в Израиль. Она говорит мне, знаете что, говорит, пастор Сергей, земля же, говорит, святая, пусть Бог платит за мою поездку. Я говорю, сестра, ты нормальная вообще? Я говорю, откладывай деньги. Она говорит, так это если я буду откладывать, я только через 3 года в Израиль поеду. Я говорю, разве не лучше поехать раз в 3 года в Израиль, чем вообще туда не поехать? Поставь цель. У тебя должна быть цель в твоей жизни. Может быть, тебе надо сбросить вес, может быть, тебе нужно отложить финансы. Что бы тебе ни было нужно, ты можешь поставить цель и идти к этой цели. И у меня нет времени, но Библия полна подобных примеров, когда цели ставились и достигались. И это правило в жизни. Итак, правило номер 1. Давайте, помогите мне. Правило номер 1. Где твоя рука? Вот так. Правило номер 2. Выбирай Бога. Правило номер 3. Поставь. Молодцы! Похлопайте сами себе, вы большие. Вы готовы к следующему правилу? Да. Очень важное правило. Ой-ой-ой. Следующее правило, 4, звучит так. Будь трудолюбив. Будь трудолюбив. Надо все повторить сейчас. Итак, правило номер 1. Правило номер 2. Правило номер 3. И правило номер 4. Будь трудолюбив. Молодцы. Будь трудолюбив. Это очень хорошее правило. Быть трудолюбивым человеком. Я об этом немного сказал вчера. И я еще раз хочу повторить. Христианин, на мой взгляд, должен работать хорошо даже за маленькую зарплату. Мы работаем хорошо не потому, что нам хорошо платят. Мы работаем хорошо, потому что мы христиане. Аминь. Это черта нашего характера. Это правило в моей жизни. Аминь, да. М? Да. Когда-то мне мама в детстве говорила: Сергей, помой, пожалуйста, полы и помой, пожалуйста, окна. Я говорю, хорошо, мама. Мама возвращалась с работы. Ну как, ты полы помыл? Да, мама, помыл. И она такая, ну вижу, что тряпка здесь была. Прям очень вижу. А окна помыл? Да, мама, я помыл. Только почему-то после того, как ты их помыл, стало видно через окно хуже, чем до того, как ты их начал. Как ты их мыл? Ну как бы той же тряпкой, что полы, я той же тряпкой и окна мыл. Ой. Дорогие, я искренне верю в Слово Божье. В Библии написано: 6 дней работай, 1 день отдыхай. Аминь. Да. Надо быть трудолюбивым. Я смотрю на некоторых служителей в церкви, христиан. Такое ощущение, как будто бы у них на лбу бегущая строка такая, знаете. У меня в жизни больше ничего не получилось, пойду в церковь служить. Я считаю, что в церкви должны быть самые квалифицированные люди на земле. Аминь. У вас был замечательный шанс сказать аминь, но я дам вам еще один раз шанс. Я думаю, что в церкви должны быть самые квалифицированные люди на земле. Аминь. Чем бы вы ни занимались. В русском языке есть такое замечательное выражение, когда мы хотим кого-то похвалить, и он в чем-то хорош. Мы говорим: слушай, ну ты прям от Бога. Да? Мы говорим, например, ну ты прям плотник от Бога. Ты прям дантист от Бога. Ты прям архитектор от Бога. Да? То есть есть как бы бухгалтер, а есть от Бога бухгалтер. Есть дантист, а есть от Бога дантист. Есть даже пастор, а есть от Бога пастор. Прям, ух. Вы со мной, дорогие? Да. Это очень важный момент. И когда я думаю про христиан, я прям постоянно, это одна из таких моих, ну что сказать, посланий. Христиане, будьте лучшими в том, что вы делаете. Будьте лучшими в том, что вы делаете. Потому что если вы будете лучше в том, что вы делаете, с вами будут считаться. Если вы посредники, как и все остальные, то тогда вас легко уволят и найдут кого-то другого. Я рекомендую вам один фильм к просмотру. Называется «Огненные колесницы». «Огненные колесницы» — это фильм про человека, которого зовут Эрик Лидл. Эрик Лидл стал олимпийским чемпионом в 1929 году. Он был спринтером, бегал короткие дистанции.
И он был приглашен в сборную значит, своей страны в Англии для того, чтобы бежать за свою страну. Огненные колесницы, если сюда записывать, запишите. Огненные колесницы. И он был самым быстрым в стране. И когда наступил момент отборочных, не отборочных, а квалификационных забегов на Олимпиаде, его поставили бежать в воскресенье. И знаете, что он сказал? Он говорит, я по воскресеньям не бегаю. Они говорят, в смысле не бегаешь по воскресеньям? Он говорит, по воскресеньям я хожу в церковь. Они говорят, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Ты на Олимпиаду приехал. Это мечта всей твоей жизни, получить золотую медаль на Олимпиаду. Ты что, не можешь воскресное богослужение один раз за всю свою жизнь пропустить? Он говорит, вы, говорит, не поняли. Бог, говорит, дал мне быстрые ноги. Поэтому, говорит, первый, для кого я бегаю, это для Бога. Аллилуйя. А для Бога, говорит, я могу бегать и не на Олимпиаде. Супер. Классно. И весь Олимпийский комитет Англии был в шоке. Они стали уговаривать его, ну пожалуйста, ну может быть ты как-то, ну может пересмотришь, ну вообще-то Бог хочет, чтобы ты бежал за свою страну и так далее. Они стали его уговаривать. Я вам вот что скажу, если бы он не был самым быстрым в стране, с ним бы вообще никто не разговаривал. Конечно. С ним бы сказали, знаешь что, иди в воскресенье в церковь вообще. Да, и не возвращайся больше. Мы других, что ли, бегунов не найдем, как ты. Но из-за того, что он был лучший, с ним считались. Аминь. Аминь. В конце концов, его не смогли уговорить. И когда они уже все сдались, в комнату зашел человек, участник его же команды, но он бежал 400 метров. И он говорит, у меня есть предложение. Говорит, давайте я побегу 100 метров за Лидла, а Лидл, говорит, пусть бежит 400 метров за меня. И они согласились. И он пробежал квалификационный забег в четверг и выиграл Олимпиаду. Супер. Бог нашел выход. Бог нашел способ. Но я еще раз хочу подчеркнуть, одна из причин, почему с ним считались, потому что он был трудолюбивым, он много работал, он много вкладывал, и тогда он уже мог ставить свои условия. Если вы собираетесь влиять в этом городе, в классе в своем, в университете, где бы вы ни хотели влиять, со Словом Божьим, одно из того, что должно вас сопровождать на протяжении всей вашей жизни, вы должны стать лучшими в том, что вы делаете. Аминь. Поэтому это правило – быть трудолюбивым. Быть трудолюбивым – это правило по жизни. Работать больше, чем остальные. Стремиться к тому, чтобы быть лучшим для Господа. Не за хорошую зарплату, но ради Господа. Я иногда слышу от предпринимателей буквально следующее. Сергей, они говорят, лучше с христианами, бизнесменами дело вообще не иметь. Говорит, лучше с мирскими, говорит, работать, чем с христианами. Я говорю, почему? И они мне начинают рассказывать свои причины. Я говорю, то есть если я начну бизнес, ты не будешь со мной работать? Он говорит, ну нет, с тобой буду. Я говорю, ну я же христианин, ты же сказал, что с христианами не надо вести дело. Он говорит, ну понимаешь, дело не в этом. Я говорю, вот именно, дело не в том, что ты христианин или не христианин. Дело в том, хороший ты в том, что ты делаешь. От христиан априори ожидают большего. Как от детей, я не знаю, я вот ребенок, у меня мама директор школы. Вы понимаете, быть директором школы, это почти как быть сыном пастора. Когда все шкодят, ну как бы все нашкодили и нашкодили. А когда я нашкодил, ты как мог вообще? В смысле, все шкодили, и я шкодил. Но ты же сын директора школы. Ты не можешь себя так вести. Ты сын пастора вообще, как ты можешь себя так вести? То есть от этих людей, от них заранее ожидают кого-то сверхъестественного. Так и от христиан. От нас ожидают сверхъестественной пунктуальности, сверхъестественной точности, сверхъестественных способностей. От нас ожидают, что мы будем на высоте. И когда мы ведем себя как все остальные, в глазах людей мы хуже, чем все остальные. Да. Просто потому, что от нас ожидают больше. Стандарт больше, конечно. Поэтому мы должны не просто соответствовать стандартам, которые есть в этом мире. Мы должны превзойти эти стандарты. Твои имя. Мы должны стать лучшими в том, что мы делаем. А для этого надо быть трудолюбивым. Аминь. Итак, правило номер 1. Давайте, помогите мне. Правило номер 1. Правило номер 2.
Выбирай Бога. Правило номер 3. Правило номер 4. Будь трудолюбив. Молодцы. Давайте мы так сейчас еще сделаем, чтобы прям совсем запомнить. У нас здесь есть 4 сектора. 1, 2, 3 и 4. И мы сейчас будем прям вот 4 у нас есть, да? 4. Вы будете у нас «Живи свято», вы будете у нас «Выбирай Бога», вы будете у нас «Поставь цель», и вы будете у нас «Будь трудолюбив». Отлично. Итак, пробуем громко. Живи свято. Живи свято. Молодцы. Выбирай Бога. Поставь цель. Будь трудолюбив. Будь трудолюбив. Поставь цель. Выбирай Бога. Живи свято. Молодцы. Теперь все вместе. Живи свято. Выбирай Бога. Поставь цель. Будь трудолюбив. Молодцы. Я же вам сказал, вы запомнили. Слава Богу. Хорошо. И правило номер 5. Вы готовы к этому? Да. Что это очень важное правило. Оно, конечно, во многом сейчас обращено будет к молодежи. Окей? К молодежи. И правило, знаете, как звучит? Женись правильно. Да. Женись правильно. Это очень важное правило своей жизни. Если ты скажешь: пастор Сергей, ну как мне правильно жениться? Кого мне найти себе в жены, кого мне найти в мужья? Это очень легко. Я вам расскажу, кого надо искать. Вы готовы? Посмотрите на меня. Все посмотрите, пожалуйста, на меня. Кого нужно выбирать, чтобы жениться правильно? Номер 1. Того, кто живет свято. Номер 2. Кого нужно выбирать? Того, кто выбирает Бога. Номер 3. Кого надо выбирать? Того, кто живет с целью своей жизни. Еще кого надо выбирать? Если ты это сделаешь, то ты точно женишься правильно. Видишь, замуж правильно. Со мной, друзья. Потому что мы иногда так заморачиваемся. Ну кто же мой суженый ряженый? Это не тот, кто самый красивый. Это не тот, у кого больше всего лайков в Инстаграме. Это не тот, у кого 90-60-90, или не та, у кого 90-60-90. Это не тот, у кого бицепсы в охвате 38-50 сантиметров. Это не тот, кто классно играет на гитаре. Это не тот, у кого походка красивая, и не тот, у кого приятно пахнет. Это тот, кто живет свято, выбирает Бога, ставит цели, трудолюбивый человек. Вот кого вам нужно искать. Аминь. Спасибо. Спасибо. Давайте Господа. Это очень важно, друзья. И я надеюсь, я молюсь, что вы среди прочих правил, которые, возможно, есть в вашей жизни, приобретете эти 5. Потому что они вам так сильно нужны. Давайте встанем все вместе и помолимся. С вами почти час пролетел, как 5 минут. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе. Давайте, пусть кто-то придет, кто на пианино играет, пожалуйста, пусть придет. Положите руку вот так себе на грудь, пожалуйста. И молитесь вместе со мной. Давайте вместе скажем так. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. За то, что Ты спас меня. Я благодарю Тебя. За силу Духа Твоего Святого. Которого Ты послал. В этот мир. Дух Святой, я приветствую Тебя. И прошу Тебя. Помоги мне. Жить свято. Выбирать Бога. Жить целенаправленно. Быть трудолюбивым. Помоги мне в моей семье. Во имя Иисуса Христа. Я без Тебя ничего не могу. Но когда буду трудиться с Тобой, все возможно. Потому что все возможно верующим. Я прошу Тебя, возьми всю мою жизнь в свои руки. Во имя Иисуса Христа. Я доверяю Тебе полностью. Себя, своих близких, мою церковь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Слава Господу. Присядьте, дорогие. Я очень благодарен Богу за возможность поделиться с вами Словом.
бодрить вас немного. Надеюсь, вы чему-то научились сегодня. Я завтра рано утром, ну как рано, может быть 8 или 9, поеду дальше. Я провел у вас замечательные 2 дня. Вы зарядили меня таким позитивом и вдохновением. У меня впереди чуть меньше месяца дороги. Я буду в дороге, проеду много тысяч километров. И тоже у меня будет перелет еще на Камчатку, я должен буду туда заехать. Вот. Спасибо вам большое за ваше принятие, за пастор особенно спасибо за возможность послужить. Я проявил инициативу, я мячик подбросил, ты отбил, слава Богу. Если бы я подбросил, ты не отбил, ничего бы не получилось. Спасибо большое. Спасибо вам, всем, кто пришел, всем пасторам тоже, которые были на встрече. Я очень это ценю, очень ценю дружбу. Впереди у нас много работы. Да. Есть так много людей, которые живут в этом городе, которым нужен Иисус. Да. Есть так много молодежи, которым нужен Иисус. И когда я вижу всех вас, вижу ваши горящие глаза, вижу молодежь. Вчера было много молодежи тоже на встрече. Сегодня люди пришли утром на семинар. И мы среди недели. Мы среди недели, когда такие насыщенные дни работы и прочее. Вот. И я верю, что в Якутске есть так много чудес, которые Господь хочет совершить. Вот, поэтому придерживайтесь этих простых правил. Да. Да. Спасибо. Придерживайтесь этих простых правил. И я уверен, что Евангелие, оно достигнет сердца каждого человека. А те, кто когда-то был в собрании, те, кто когда-то был с Господом, но по какой-то причине отступил, давайте верить, что эти люди однажды вернутся. Точно так же, как был блудный сын, который ушел, но история про него не то, что он ушел, она о том, что он вернулся. Поэтому давайте верить в тех, кто ушел, что они вернутся. И уже протянем им руку помощи. Может быть, сделаем телефонный звонок, или угостим их пирожным, или пригласим их к себе домой. Давайте будем бодрствовать, потому что Господь, Он рядом, и Он хочет спасать. Аминь. Аминь. Да, будьте бодрствовать. Все такое, да? Аминь? Разве не так? Но спасибо, Сергей, просто очень чудесно. Знаете, как просто и в то же время очень так, насыщенно, да. И, Суперски. спасибо за твой опыт, знаете, ты поделился с нами, и я очень благословен. Спасибо. Да. Спасибо большое, и мы очень благодарны. Аминь. Аминь. Слава Господу. Спасибо. И, знаете, давайте сейчас мы соберем дар любви. Это наша, я думаю, добрая традиция. И ты будешь за меня. И давайте сейчас когда вот этот ведро пройдет. И спасибо большое. Слава Господу. Знаете, любовь она дает. И мы просто очень благодарны. Просто прими нашей церкви. Я очень благодарен. Спасибо большое. Аминь. Слава Господу. За дорогу, завтра дорогой. И давайте сейчас встанем и помолимся за пастора Сергея. И вы знаете, что впереди дорога, да? Что там надо? Да, почти месяц. Давайте просто благословим от имени наших церквей, да? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим, Господь, за Твоего служителя, Господь. Аллилуйя. Спасибо за Твой дар, Господь, для всех церквей, Господь, для Твоих церквей, Господь. Аллилуйя. Пусть просто благословение Твое, Господь, Твоя мудрость, Господь, Твое помазание, Господь, защита, Господь, просто все, что от Тебя, Господь, Ты, Господь, аллилуйя. Просто Ты все это дай, Господь, аллилуйя. И это Твой канал, Господь, Твой чудесный канал, Господь, через который благословляются многие-многие люди, особенно молодежь, Господь, аллилуйя. Просто благослови, Господь, мы от имени, Господь, наших церквей, Господь, мы просто благословляем
именем Твоим, Господь, именем Иисуса Христа, Господь. Пусть Твое имя, Господь, оно просто будет нарицается, Господь, аллилуйя. Пусть Твой дар действует еще сильнее, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, аллилуйя. Аллилуйя за брата Сергея, Господь, аллилуйя. Аллилуйя за чудесный, Господь, дар Твой, Господь, который приносит, Господь, еще больше принесет плод в Твое царство, Господь. В виде спасенных многих душ, Господь, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благословляем во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо. У меня вопрос есть. Я в конце, когда это все закончится поездка, я хочу сделать небольшое видео об этой поездке. Вы не против, если я сейчас на камере это сделаю, а вы просто помашете, да? Давайте. Все можем так сделать? Хорошо. Давайте тогда один такой кадр сделаем. Готовы? Готовы? Я вот так отсюда начну, и вы прямо попробуйте. Я просто немножко в сердце это сказать, потому что здесь из разных церквей люди, чтобы вы не смущались, что первое пожертвование пойдет на покрытие каких-то расходов по приезду Сергея, второе пожертвование пойдет лично ему, как подарок, да, как благодарность. Чтобы ваши сердца просто не смущались. Всякий случай. Спасибо большое всем, что вы были сегодня с нами.